В эфире программа «Актуальное интервью». Какие регионы лучше всего справляются с коронавирусной инфекцией? Где появились лучшие практики, которые стоит перенять? И какие меры эффективнее всего будут действовать? Экспертный институт социальных исследований составил рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями. На связи с нашей студией директор департамента региональных программ Дарья Кислицына. Дарья, здравствуйте. Доброе утро, коллеги. Как составляется рейтинг регионов и что в нем учитывается? Рейтинг регионов – это фактически продукт, который вышел из нашего другого продукта, регулярного дайджеста управленческих практик по борьбе с коронавирусом. Что это такое? Когда мы только столкнулись с этой бедой, которая пришла в мир вообще и к нам в частности, мы поняли, что фактически ни у одного региона нет стратегии, алгоритмов работы в такой истории, потому что никто в ней не находился. И очень важно, фактически смотреть, что делают все, чтобы можно было из этого брать лучшие меры, лучшие практики и иметь возможность для их экстраполяции. И вот фактически уже 1,5 месяца мы в ежедневном режиме мониторим все, что происходит по стране с точки зрения борьбы с коронавирусом, делаем из этого информационные выжимки и делимся этим с общественностью так, чтобы и регионы, и управленцы, и в целом все население могло понимать, какие меры предпринимаются и на уровне страны, и на уровне отдельно взятых регионов. А уже из этого дайджеста позже у нас появился рейтинг, потому что фактически мы стали понимать, что какие-то регионы проявляют большую активность, какие-то меньшую, и в зависимости от предпринимаемых мер не всегда, но видно корреляцию между динамикой распространения. Но, конечно, болезнь, она все-таки движется по большей степени сама по себе, поэтому нельзя стопроцентно говорить, что принятие тех или иных мер может останавливать или сдерживать. Но, тем не менее, достаточно большое количество мер, влияющих на сдерживание населения, скажем так, дома, влияют на нераспространение инфекции. И вот, собственно, таким образом появился у нас рейтинг. Он у нас публикуется раз в неделю. Сегодня как раз у нас будет свежая актуальная информация. Есть несколько основных категорий, даже не с точки зрения рейтинга, а с точки зрения самой жизни, по которым происходят основные направления деятельности региональных властей и федеральной, безусловно, тоже. Первое, основное, это подготовка инфраструктуры. То есть фактически это наличие плацдарма такого технологического, инфраструктурного для борьбы с инфекцией. Это койки, это перепрофилирование, это ИВЛ, это средства индивидуальной защиты. То есть фактически это все то, что может пригодиться в случае столкновения человека с болезнью. Это, конечно, основное. Следующее направление – это меры по нераспространению. И здесь, можем поговорить позже, целый комплекс мер по поводу того, как, собственно, остаться дома, и не распространять болезнь. Далее мы, конечно же, смотрим отдельные меры по поддержке врачей, по поддержке старшего поколения, по поддержке семей, по поддержке детей. И вот все, что касается блока общественной солидарности, поскольку сейчас это очень важно, как никогда, уровень сплоченности общества очень большой, и уровень взаимоподдержки тоже очень большой. Вот примерно так про рейтинг. Дарья, а как выглядит Якутия в этом рейтинге и достаточны ли на данном этапе меры, которые вводит региональная власть? Знаете, Якутия выглядит более чем весомо в этом рейтинге. И дело в том, что регион столкнулся, к сожалению, с коронавирусом одним из первых. И вот в тот момент, когда только-только это все начиналось, тогда же вообще не было каких-то схем, алгоритмов действования. И Якутия фактически, так же, как и другие первые регионы, скорее не могла подсматривать какой-то другой региональный опыт, успешный, проходила свой путь. И вот в частности, Якутия одной из первых после Москвы и Московской области ввела такие меры поддержки, как доплата пенсионерам за самоизоляцию, ввела очень существенные, на мой взгляд, для регионального уровня выплаты для медиков. Была озвучена
программы поддержки бизнеса, не только вот в этот момент наиболее сложные, но и в целом программы выхода бизнеса из кризиса. И Якутия достаточно часто попадается и в наши ежедневные мониторинги. Это один из лидеров по количеству внедренных мер, на наш взгляд. И в рейтингах тоже у нас ваш регион фигурирует. Один раз это были как раз-таки меры поддержки врачей, потому что целый комплекс был предпринят не только материальных, но и нематериальных, потому что это очень важно, да, психологическая поддержка. И вот как раз-таки в блоке общественной солидарности, потому что у вас тоже был такой один из самых крупных всплесков по стране с точки зрения солидарности. Это когда и бизнес помогал, и вкладывался деньгами, и цены на бензин у вас там уменьшались, и государство и власть очень сильно вкладывалось. Ну, вот в частности, очень яркий, да, пример на уровне всей страны, который прозвучал, это про выделение 1,5 миллиарда с других крупных проектов региональных на борьбу с пандемией. И, безусловно, волонтерская деятельность. У вас количество волонтеров одно из самых крупных по стране, и это, безусловно, важно. Потому что сейчас волонтерство это не только вот общественные организации, структурированные, институционализированные, это фактически каждый человек, который может выйти, привнести в свой вклад, донести продукты, там, довести врача или психологическую поддержку из дома оказать, да, даже чтобы совершенно не выходить. И вот у вас этот посыл, он очень яркий и очень сильный. А эффективность тех или иных вводимых мер как быстро отображается на цифрах статистики по распространению COVID-19 именно в регионе? Ну, смотрите, здесь я бы говорила о том, что цифры, они вот там через несколько дней показывают свою эффективность, особенно с точки зрения того, остаются дома люди или не остаются. Ну вот несколько примеров по стране, да. У нас к сожалению, опять же повторюсь, за майские праздники количество случаев увеличилось. И это не потому, что увеличивается количество тестирования, ну и в том числе, конечно, поэтому, а потому что, несмотря на разные увещевания и там в некоторых регионах запреты и ограничительные меры, тем не менее в теплую погоду люди все-таки вышли. И у нас вот 3 дня подряд уже держится количество случаев больше 10 тысяч. Но это страшная цифра, если вдуматься, 10 тысяч человек ежедневно по стране. И мы смотрим и видим, что в тех регионах, где вводятся системно и отслеживаются системно меры, направленные на стимуляцию людей оставаться дома, да, повторюсь еще раз, там динамика, она все-таки несколько падает. Там, где вводятся санитарные режимы, там, где вводятся карантины на объектах, где появился хотя бы один случай. Конечно, очень большой тренд на вот сокращение коммуникации между регионами всеми. То есть ограничивается и сообщение логистическое, и по приезду в один регион жители должны пройти 2-недельную самоизоляцию или попасть в обсерватор. И эти меры, они, конечно, помогают. Или вот в частности цифра тоже, мне кажется, очень показательная по поводу Пасхи. В 20 раз в этом году было меньше прихожан, чем в прошлом. Соответственно, потенциально мы можем говорить о том, что в 20 раз сократилось количество, ну, собственно, потенциальных заболеваний. Дарья, какие меры, вводимые регионами, признаны экспертами сегодня лучшими практиками, и везде ли их можно применить? Вы знаете, мы сейчас не исходим из того, что есть вот какое-то энное количество лучших практик, и не предлагаем их к внедрению, потому что ситуация, она, во-первых, она действительно очень разная от региона к региону, а во-вторых, она меняется каждый день и по стране в целом, и в отдельно взятом регионе, в частности, и по динамике, и по соотношению друг с другом. И мы фактически каждый день смотрим вот это лавирование, не побоюсь этого слова, с точки зрения правильных и адекватных мер. Потому что в одном из посланий в апреле президент как раз-таки, когда фактически наделил региональные власти большими полномочиями, гораздо большими, да, чем они были с точки зрения принятия управленческих решений, президент попросил о чем? Об адекватности и гибкости необходимых мер. И мне кажется, что пример Якутии в этом смысле очень показателен, потому что у вас внедрена, ну, действительно такая умная система.
То есть в арктических территориях и там в менее густонаселенных понятно, что вводить такие же жесткие режимы, как, условно говоря, там, ну, в Москве или, как, например, в вашем случае в Алдании, это не необходимо. И вот в этом смысле это очень хорошая практика, она относится в разряд лучших. Есть несколько регионов по стране, которые ввели такие гибкие меры. Вот Якутия, Ленинградская область, Мурманская область. То есть это такое поэтапное, во-первых, закрытие, и даже не поэтапное, а соразмерное с точки зрения того, в каком состоянии находится развитие болезни в каждом отдельном муниципалитете, как развито межмуниципальное логистическое сообщение, и это вот одна из лучших практик, конечно. Безусловно, к лучшим практикам относится все, что касается мер поддержки врачей. Я чуть выше об этом говорила. Это и материальные выплаты, и нематериальные, потому что мы понимаем, что, конечно, бюджеты регионов разные, не все себе могут это позволить. Ну и плюс, конечно, есть федеральные меры поддержки. К лучшим практикам, безусловно, относится все то, что направлено на вот развитие такой инфраструктуры. Потому что, опять же, очевидно, что нет возможности вот каждый день строить новые больницы, да, это понятно. Но, тем не менее, все, что связано с перепрофилированием больниц, это относится в разряд лучших практик. Все, что связано с технологическим оснащением этой истории, например, подготовка отдельных частей аппаратов искусственной вентиляции легких. То есть есть такие интересные кейсы, когда регионы объединяются, и один регион делает на своих производствах один препарат, другой, и получается у нас цельная деталь, которая обеспечивает жизнедеятельность человека, попавшего, к сожалению, в такую ситуацию. На ваш взгляд, какие Наверное, меры можно считать чрезмерными, или сейчас любые ограничительные меры идут во благо? Вы знаете, вопрос такой неоднозначный, потому что, опять же, нельзя отвечать на этот вопрос вот в целом по стране. Ну вот в Москве у нас одна ситуация, да, у нас там цифровые пропуска, которые, казалось бы, там еще несколько недель назад вызывали там отторжение и непонимание, сейчас стали какой-то частью нашей реальности достаточно адекватной, потому что мы видим количество случаев увеличивающихся. И вот все-таки моя позиция, да, я понимаю, что все устали сидеть дома, каждый из нас. Происходит все-таки уже такая рутинизация процесса, ну, в целом апатия по поводу этого всего. Но, тем не менее, я вот выступаю все-таки за более жесткие ограничительные меры, потому что действительно, говоря бытовым языком, ну, лучше мы посидим там, месяц дома, условно говоря, в не самых комфортных условиях, но мы потом все останемся живы, и мы, собственно говоря, будем потом эти истории рассказывать, условно говоря, нашим детям, внукам. Дарья, оценивается ли в ваших рейтингах то, насколько население осведомлено, пользуется теми мерами поддержки, которые оказывают власти? Нет, конкретно мы такие замеры не делаем. Это делают социологические агентства типа ВЦИОМа, ФОМа. Это их поле деятельности. А в ваших рейтингах потом эта информация этих агентств как-то отражается? Нет, в наших рейтингах она не отражается. Мы рейтинги строим на основе экспертных заключений и фактически количества внедренных мер. То есть мы смотрим и на системный подход региона к решению проблем в той или иной плоскости. Ну, например, регион может делать акцент на этой неделе на поддержке конкретной группы, например, семей с детьми, а это же огромная группа. И по этому поводу предпринимается много мер. Например, на следующей неделе это поддержка пенсионеров. И мы смотрим именно вот такие вещи. И я, пользуясь случаем, хотела бы еще анонсировать. У нас появился новый формат буквально 2 недели назад. Мы с регионами, которые у нас попадают в рейтинги, которые, на наш взгляд, являются действительно наиболее яркими и интересными с точки зрения принятия управленческих решений, которыми важно делиться с другими регионами. Мы запустили такой проект, он происходит онлайн, в Инстаграме, называется «Беседы с губернаторами и с регионами о важном». Понятно, что сейчас не все посвящены коронавирусу.
Вот гостем нашего эфира как раз-таки станет глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Эфир состоится 7 марта в 20:00 по якутскому времени в инстаграме нашего главы в прямом эфире. Поэтому, собственно, всех приглашаем. Дарья, как долго будет составляться этот рейтинг регионов и какие решения на основании них принимаются? Рейтинг будет составляться, пока мы находимся в периоде борьбы с коронавирусом. Мы объективно, я думаю, все пока не до конца понимаем, когда этот период закончится. Соответственно, вот на протяжении этого времени у нас, во-первых, я повторюсь, да, что нам первичен не столько рейтинг, сколько нам первична такая информационная картина дня, то есть те меры, которые внедряются. А несмотря на то, что прошло уже фактически 1,5 месяца, как мы находимся в этом периоде, я хочу отметить, что многообразие мер, оно, конечно, не заканчивается. И здесь, опять же, вот моя благодарность, да, регионам за в хорошем смысле такой бесконечный креатив, именно управленческий, с точки зрения того, как можно еще помочь людям, поддержать в этой ситуации, какие меры защиты предпринять. Поэтому проект этот будет продолжаться, пока есть коронавирус. Но надеемся, что он будет краткосрочный. Дарья, для вашего института это первый такой подобный опыт широкой оценки действий региональных властей или уже были подобные оценки? Нет, этот проект у нас фактически появился из другого проекта, нашего основного, которому уже год. Проект называется «Лучшие управленческие практики регионов». Разумеется, когда не было коронавируса, в принципе, была другая реальность, мы все занимались несколько другими вещами. И тот проект у нас был направлен на то, чтобы смотреть, какие лучшие управленческие решения, преимущественно, конечно, в социальной сфере, потому что это самая чувствительная сфера, и здесь фактически каждый из нас является потребителем таких государственных услуг. Мы смотрели в еженедельном формате, что регионы делают важного, интересного и такого чувствительного для жизни людей. И этот проект мы также продолжаем, да, потому что все-таки не коронавирусом единым, и регионы все равно предпринимают усилия по поддержке широких слоев, это безусловно важно. Этот проект у нас также есть, и Якутия в нем также занимает важное место. Что ж, на этом программа подошла к концу. Дарья, спасибо вам за беседу. Всего доброго и удачи. Спасибо. До свидания. Рейтинг регионов в борьбе с коронавирусом мы обсудили с директором Департамента региональных программ Экспертного института социальных проблем Дарьей Кислицыной. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.